Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, огромное вам всем спасибо за то, что вы есть, за то, что ставите лайки, пишите хорошие добрые комментарии, делаете донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что готовит для вас судьба, а вы об этом даже и не догадываетесь? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что готовит для меня судьба, о чем я даже и не догадываюсь. И давайте посмотрим. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть пошлет нам самую важную, нужную информацию, пусть дадут нам знать о том, что у нас сейчас скрыто. Так, мои милые, тут перемены идут грандиозные. Даже не знаю, с чего начать. Очень много перемен вам запланировано. Перемены будут резкие. Резкие и вот прям хочется сказать дерзкие. То есть попробуйте то, о чем сейчас не то чтобы не догадываетесь, вы вообще о существовании этих вещей, дел, возможностей и не догадываетесь. Но у вас вот прям рисунок, он в дымке вышел. Дымка всегда говорит о том, что есть препятствия. В сегодняшнем дне у многих из вас есть препятствия. И это препятствие находится у вас, у вашей светлой головушки. Вы слишком сильно закрыты. Закрыты для мира, для энергии, для космоса. Послушайте, конечно, в наше время все мы материалисты, и очень сложно поверить, вообще сложно поверить, в чудеса, в существование каких-то необычных моментов. Но вы ведь зашли на эту отсыпку. Значит, эта информация для вас, лично, конкретно для вас. Да, она общая, но вы могли бы зайти на другой канал, зайти на другое видео. Послушайте меня внимательно. Вам судьба обещает. И обещает очень многое. Я расскажу, что. Но чтобы это все получить, вам нужно просто расслабиться, отпустить то, что таким вот прям липучим черным туманом окутало ваш мозг, вот эти все проблемы, какие-то мысли, навязчивые мысли, у кого-то панические атаки, у кого-то страхи. Отпустите. Не разрушайте себя. Откройтесь миру, откройтесь Вселенной. И я вас уверяю, вы никогда об этом не пожалеете. Здесь совет такой вам, знаете, вот прям выйди из своего маленького мирка, тесного, убогого, выйди из него. Иди туда, где много людей, где много света, где свежий воздух. Вам крайне необходимо перенастроиться. Отпустите весь негатив, просто запретите себе об этом думать. И если какая-то маленькая мыслишка пытается, вот знаете, каким-то вот таким дятлом, стучать в вашу головушку, гоните ее прочь. Гоните прочь, расслабляйтесь. Здесь люди, вот кто зашел, вы такие напряженные, вы вот прям зажатые, в тисках как будто бы сидите. И эти тиски, это тиски вашего страха. Не кто-то вас тут блокирует, зажимает, а вы сами себя вот прям принудительным порядком в маленькую такую комнатку засунули себя, и вам не встать, не выпрямиться, не вздохнуть. Понимаете? Я сейчас расскажу, что вижу. Здесь прекрасные картинки, здесь картинки, вот вообще даже колесики у вас выходят. Колесики — это колесо фортуны, это дороги, это путешествия, это
Удача, да, удача. Причем у вас, знаете, как в двух направлениях идет. Одна мелкая, значит, это какая-то дорога ближняя, либо повезет в каком-то, ну, скажем, таком деле, да, не слишком уж глобальном. А вторая удача, вот это да, вот это сюрприз, это просто мега шанс. Но он у вас, смотрите, да, в левой стороне выходит. Левая сторона – это отвечает у нас за возможное, за то, что человек либо возьмет, либо за то, от чего человек откажется. Не отказывайтесь от возможностей, не отказывайтесь от шансов. Не будьте рабом своих страхов. Вот категорически нет, откажитесь, скажите: я свободный человек, для меня открыт мир, и я иду в мир, мир, жди меня, сейчас приду. Сделайте так. И я вас уверяю, у вас по левой стороне, вот если посмотреть, да, здесь такие яркие события, насыщенные, необычные. Вот серьезно, да, у кого-то вот идет какое-то обучение, либо развитие в каком-то деле, новом, совершенно новом деле. Дело будет просто невероятное. Оно и денег вам много принесет, и много радости и удовольствия от того, что я делаю, кем я стал, какой я важный человек, важный, нужный, обладаю какими-то просто, я не знаю, там, сказочными знаниями. Вот что у вас идет. У вас вот именно в судьбе прописано, что вы мастером должны стать, мастером своего дела, либо того дела, каким вы занимаетесь. Ну, это же будет ваше дело. А обязательно это должно быть у вас. Но если я смотрю на правую сторону, то здесь у меня вот прям такая рябь идет. Рябь говорит о том, что человек просто может вот сесть в эту лодочку, да, и спокойненько, куда там лодочка, куда течение, да, направить, туда я и поплыву. То есть без борьбы, без какого-то сопротивления. Знаете, если вы не будете задавать вектор направления в своей жизни, ну, вы так и ее средненько и проживете. Да, вот так покачает вас по волнам и к какому-то берегу, может быть, и ненужному, да, либо для вас неподходящему вы пристанете. Здесь важно быть, вот знаете, вот есть такое понятие космополит, человек мира. Вот и вам нужно стать таким человеком. Расслабляйтесь. Здесь, смотрите, вот знание, которое дает вам, ну как, популярность, славу, и дает вам деньги. Причем деньги немалые. С такими деньгами вы будете чувствовать себя абсолютно счастливым, свободным человеком. У кого-то, кстати, будет денег столько, что человек станет известным меценатом. То есть вы будете помогать тем, кто нуждается. Вы не копеечки будете пересчитывать, да, лишь бы там не хватило, а у вас вот прям позыв пойдет, да, чтобы помогать другим. Вот у меня достаточно, даже больше, чем достаточно. Почему? Я могу поделиться, я могу помочь тому, кто в беде, либо тому, кто нуждается. Прекрасная здесь ситуация. Мне вот этот кусочек прям просто очень нравится. Я молюсь, чтобы у вас это как можно скорее осуществилось. Дальше, мои милые. Здесь у меня идет встреча. Встреча либо возвращение. Но опять же таки, да, при возвращении тоже встреча получается. Здесь у меня женщина с ребенком. А здесь вышел мужчина, как дерево, надежный. Такой, знаете, вот прям муж настоящий. Тот, о котором мечтают, ну, все, да, все женщины мечтают о таком надежном, спокойном муже, которому можно довериться, на которого можно положиться, который ответственно подходит к семье. Вот такой человек, как дерево идет. Значит, девочки, у кого-то отыграется, что вы познакомитесь, а у кого-то отыграется, что мужчина, который уже был в вашей жизни, либо есть в вашей жизни, сделает вам предложение по поводу брака, руки и сердца сделает вам предложение. Значит, кто бы он ни был, я вижу, что вот именно этот мужчина еще в будущем вас защитит от каких-то неприятностей. Возможно, они уже у вас есть, возможно, вы, ну, кто-то, может, даже и бедствует, да, а у кого-то враги, там, неприятели, да, досаждают вам. А вот этот мужчина, он станет стеной между вами и вашим ребенком, например, либо детьми, и вашими проблемами. Стеной надежной, которая вас защитит, и вы будете настолько спокойная, вы будете настолько счастливая. Вы, девочки, вот прям, ну вот есть такое состояние, да, нирваны. Вот вы как в нирване будете. Замечательная ситуация. Значит, смотрите, я тут точно не могу сказать, кто этот мужчина, где, когда. Здесь песок про это не говорит. Песок лишь только показывает, что в вашей судьбе вам запланировано быть
в семье, быть счастливой женщиной. Особенно для девушек, которые уже с детками, да, и какую-то часть жизни своей прожили, причем прожили достаточно тяжело. Просто тяжело. У кого-то может отыграться, что вот здесь, кстати, человек, который держит, да. Человек может быть бывший какой-то, может быть сейчас вы живете с каким-то угнетателем в прямом смысле этого слова. И не то чтобы веру, да вообще никакой надежды нет на то, что когда-нибудь эта ситуация закончится. Идти некуда, денег нет, дети на руках, сама не обеспеченная. Куда я пойду? Сижу, терплю. Даст Бог, день прожил, может быть, и следующий проживу. Вот он ваш надежный защитник. Рыцарь без страха и упрека. Вот кто идет в вашу жизнь. И даже если вы думаете, что нет, все, не хочу, не нужны мне эти отношения, не нужны мне эти мужики, столько их уже было, они все одинаковые. Не, девочки, вот этого мужчину, поверьте, вы, во-первых, сразу его узнаете, а во-вторых, мнение о мужчинах у вас поменяется. Следующий момент, который я вижу, который мне очень нравится, это момент, связанный с новой жизнью. Здесь вас словно ангелы переносят в новую жизнь. У кого-то это отыграется как переезд, прямой переезд с одного места на другое место. А у кого-то это может отыграться как именно полная, смена, не локация, как жизненной ситуации, да. То есть вы, например, засыпаете без надежды, может быть, с какими-то болячками, с какими-то неприятностями. А просыпаетесь как в сказке, когда все поменялось, когда все прекрасно, новый день, птички поют, я такая энергичная, веселая, куча планов, идей. Вокруг меня люди, которые меня любят, уважают, которых люблю я, которые мои самые-самые дорогие и близкие. Смотрите, у кого-то в жизни прям в один момент все поменяется. И эта перемена, она совершенно от вас не зависит. Здесь именно по суду высших сил. То есть вам будет присуждена награда, не наказание, награда. Награда, либо даже кому-то, может, компенсация придет за то, что было до. Особенно тем, кто понес потери среди близких людей. Новая жизнь, новые возможности, новые перспективы. Здесь, кстати, и новая крыша выходит. Крыша дома. У кого-то отыграется как переезд в новый дом, а у кого-то как, может быть, даже и приобретение дома. Дома вашего. То есть там, скорее всего, документы, да, по правой стороне, документы могут быть на вас оформлены. Либо прописано, да, что вы хозяйка, хозяин, да, этой собственности. Это 100% ваше, принадлежит вам. Вот такой момент. Дальше, милые, у кого-то есть, перед кем-то обязательства, которые очень тяжело вам выполнять. Либо уже нет силы выполнять эти обязательства. Это может быть долг, это может быть как обязанность какая-то, да. То есть для вас очень тяжелая какая-то непосильная ноша у вас на плечах лежит. И вы, уже как бедная такая птичка, да, обессиленная, все пытаетесь, крылышками бьете, да, и уже сил не хватает, нету возможности. С вас эту обязанность снимут. Попадется вам такой человек, который вам поможет, подскажет, либо для вас эту работу сделает. То есть эта обязанность, она с ваших плеч сходит. То есть даже самое такое безнадежное, страшное, неприятное, да, дело, которое вас по рукам и ногам вязало, с вас будет снято. Я не могу сказать как, но вижу, что при помощи человека. То есть человек делает над вами купол, да, то есть купол делает, защищает вас. Может быть, это ваш будущий мужчина возьмет и, например, оплатит ваши долги. Либо вступится за вас какой-то хороший человек. То есть такой момент я вижу. Это кому надо, у кого такая проблема есть. Так, по одиноким сердцам. У меня здесь человек абсолютно одинокий. У вас может быть семья, муж, дети, родственники, но вы себя чувствуете нереально одиноким человеком. Как один, во всем мире один. Я и космос. Да? Все, холодные звезды вокруг. Милые мои, кто такой одинокий человек?
у вас есть какая-то способность, какой-то дар, какой-то талант скрытый. Вы через этот талант обретете полноту жизни. Что это конкретно, я не могу сказать, я не вижу. Здесь, понимаете как? Я вижу, что человек вот как звезда, да, стоит, он в таком сиянии, да, то есть как аура просветленного человека идет. Может быть, вы станете певицей, может быть, вы станете каким-нибудь, ну, не знаю, там, наставником, коучем, может быть, тарологом, может быть, это связано там с какими-то рукоделиями, да, вот, может быть, вы художником станете. То есть какой-то ваш талант, способность, может, видеоблогер, да, вы там умеете хорошо готовить вкусную еду, и вы найдете себя в этом. То есть здесь идет реализация человека. Реализация. Вам, в принципе, знаете, вот как для счастья не хватает именно реализации. Потому что каждый живет своей жизнью, у каждого свои интересы, у каждого свои дела. А вы как будто бы вот, ну куда я себя применю? Да, там, к детям, у детей свои там, друзья, интересы, жизнь. К мужу у него там футбол, друзья, тоже могут быть там работа, машина, да, то есть свои дела. А вы, понимаете, вот не чувствуете этого счастья, потому что нет реализации. У вас будет эта реализация через ваш скрытый талант. Здесь однозначно человек талантливый, одаренный. Вы, знаете, так я даже скажу, здесь будет какой-то толчок. И толчок этот будет от вашего ангела. То есть вас в такую ситуацию поместят, да, вот может быть там, на несколько часов, может быть на несколько суток, может быть даже на несколько месяцев, где вы будете вынуждены раскрыть этот талант. По крайней мере, поверите, да, в его существование и в то, что вы можете это делать. Замечательно, просто замечательно. Так, и из негативного. Хочу сказать по негативному. Здесь негативный аспект вышел. Еще и вышел в правой стороне, поэтому я буду о нем говорить. Это идет как предупреждение. Предупреждение на людей доверчивых, на людей, которые, ну, такие торопышки по жизни, да, вот спешат, я спешу. Я хочу всего и сразу, да, здесь и сейчас. Я ни в коем случае не критикую. Нет, это не про это. Это именно про то, что человек слишком доверчивый и слишком активный, да, в плане вот действия. Сначала сделаю, потом подумаю. Либо, ну вот этот же человек говорит, да, он там показывает примеры, говорит, вот смотри, вот я там получилось, добился, у меня получилось, значит, у тебя получится. Я знаю, как тебя научить. Вот ты сейчас мне деньги заплатишь, а я тебе дам волшебную таблетку, которая вот прям в один момент исполнит все твои желания. А если не исполнит, значит мало. Купи еще одну таблетку у меня, вот там 100% исполнится. А если там и вторая не исполнит, значит нужно купить целую баночку этих таблеток, и все у тебя там исполнится. Я говорю утрированно. Надеюсь, вы меня понимаете. Здесь, мои милые, прежде чем что-то приобретать, либо кому-то доверяться, пожалуйста, подумайте. Себе наедине задайте вопрос. Что за человек? Действительно ли такое возможно? Может быть, следует проверить, может быть, следует там в интернете поковыряться, да, посмотреть, и есть ли такие ситуации, насколько вот люди, например, довольны, если у него, например, есть там клиенты, либо какие-то вот люди, заказчики. Все перепроверяйте, потому что здесь большой риск обмануться, попасться на удочку мошенника, который может у вас просто, ну, наглым образом, да, экспроприировать ваши денежки. Либо, не дай бог, вообще вас в какую-то, даже может как секта, ну не секта, а как ну вот как мошенники, да, вот они группой работают, да, вас могут вовлечь, например, в такую группу. Причем там, знаете, как обмануть несколько раз подряд. Будьте аккуратны, проверяйте. У вас здесь судьба, понимаете, вам по судьбе встречать таких людей, может быть, даже не совсем как бы по судьбе. Здесь у вас как урок идет какой-то кармический. Может быть, вы на протяжении всей жизни встречаете таких людей и постоянно как будто бы попадаетесь на эту удочку. Может быть, это уже будет и не первый, там, и не 10-й раз в вашей жизни. Но вы вот должны себе взять за правило все проверять, доверяя, проверяй. И все у вас будет замечательно. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.